Прошу всех встать. Провозглашается решение Конституционной палаты. Именем Кыргызской Республики решение Конституционной палаты по делу о проверке конституционности статьи 15, пункта 4 статьи 17 Закона о защите государственных секретов в связи с обращением Султана Алиева, представляющего интересы Мамбекова. 1 ноября 2018 года, город Бишкек. Конституционная палата в составе председательствующего судьи Мамырова, судей Абдиева, Айдарбекова, Бабукеевой, Касымалиева, Киргизбаева, Нарынбекова, Ускунбаева, Усмонова, Салаева, пресс-секретаря Кенесариевой, с участием обращающей стороны Султана Алиева, представителя Мамбекова, сторона ответчика Молдошева, Урысбекова, представителя Джордж Кингиша, иных лиц Касымбекова, постоянного представителя президента в Конституционной палате, Ибраева, Джунусовой и Сыналиева, представителей правительства по доверенности, Тухтамамбетова, представителя адвокатуры по доверенности. Руководствуясь частями 1.6 статьи 97 Конституции, статьями 4, 18, 19, 37 и 42 Конституционного закона о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики рассмотрела в открытом судебном заседании дело проверки конституционности статьи 15, пункт 4 статьи 17 Закона о защите государственных секретов Кыргызской Республики. Поводом к рассмотрению данного дела явилось ходатайство Султана Алиева, представляющего интересы Мамбекова. Основанием к рассмотрению данного дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции статья 15, пункт 4 статьи 17 Закона о защите государственных секретов. Заслушав информацию судьи докладчика Салаева, проводившего подготовку дела к судебному заседанию и исследовав представленные материалы, Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики установила: в Конституционную палату 29 мая 2018 года поступило ходатайство Султана Алиева, представляющего интересы Мамбекова, о признании статьи 15, пункта 4 статьи 17 Закона о защите государственных секретов Кыргызской Республики, регламентирующих порядок допуска к государственным секретам Кыргызской Республики, должностных лиц граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан, противоречащими части 3 статьи 6, пункту 8 части 5 статьи 20, частям 1 и 3 статьи 40 Конституции. Как следует из представленных материалов, основанием для обращения в Конституционную палату послужили материалы уголовного дела по обвинению ряда лиц, в том числе Мамбекова, в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 Уголовного кодекса. Поскольку в ходе следствия вышеуказанного уголовного дела был присвоен гриф «совершенно секретно», судом было назначено закрытое судебное разбирательство. В свою очередь, защитникам, участвующим в данном деле, были оформлены соответствующие допуски к государственным секретам. Однако в ходе судебного разбирательства Мамбековым было заявлено ходатайство об участии в процессе в качестве его нового защитника Султана Алиева, который был допущен судом с условием оформления допуска к государственным секретам. 19 февраля 2018 года адвокат Султан Алиев обратился в Первомайский районный суд города Бишкек с заявлением об ознакомлении с материалом уголовного дела и снятии с них копий, однако ему в этом было отказано ввиду отсутствия у него надлежащего оформленного допуска к государственным секретам. Султан Алиев считает, что требование суда необходимости получения защитникам допуска к материалам дела, которые содержат сведения, относящиеся к государственным секретам, по сути является запретом на участие адвоката в судебном процессе, что ограничивает конституционное право граждан на получение квалифицированной юридической помощи и на самостоятельный выбор защитника. Данное право граждан закреплено и в статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, являющейся составной частью правовой системы Кыргызской Республики, которая гарантирует каждому при рассмотрении предъявленного ему обвинения право вести работу с выбранным им самим защитником. Субъект обращения также отмечает, что стороны, участвующие в уголовном судопроизводстве, равноправны, и суд основывает процессуальное решение лишь на тех доказательствах, участие в исследовании которых на равных основаниях было обеспечено каждой из сторон. Основываясь на вышеизложенном, обращающаяся сторона просит признать оспариваемые нормы противоречащими Конституции. Определением коллегии судей Конституционной палаты от 2 июля 2018 года обращение Султана Алиева было принято к производству в части проверки оспариваемых норм пункту 8 части 5 статьи 20, частям 1 и 3 статьи 40 Конституции. Относительно проверки на соответствие части 3 статьи 6 Конституции было отказано ввиду отсутствия соответствующих правовых аргументов. В судебном заседании обращающаяся сторона поддержала свои требования и просила их удовлетворить.
Представитель стороны ответчика Молдошев считает доводы Султаналиева несостоятельными по следующим основаниям. Целью закона о защите государственных секретов Кыргызской Республики является создание эффективной системы и условий, направленных на сохранность государственных секретов. Задачей указанного закона является институциализация норм, направленных на защиту государственных интересов в области внешней и внутренней политики, социального блока, военного технического потенциала, экономики, выраженной в государственных секретах, положений, определяющих общую направленность в вопросах защиты государственных секретов. Молдошев отмечает, что защита госсекретов является одной из важнейших составляющих, призванных обеспечить гарантии национальной безопасности. В целях эффективного применения закона о защите государственных секретов Кыргызской Республики и его последующей реализации были разработаны ряд подзаконных актов, связанных с порядком отнесения сведений к госсекретам, их засекречивания и рассекречивания, с порядком доступа и условий ограничения государственным секретам, полномочий госорганов и уполномоченного органа в сфере защиты госсекретов, порядком разрешения права занятия деятельности, связанных с подлинным сведением, содержащих государственные секреты, порядком определения режимных и особо важных объектов и многих других вопросов, направленных на обеспечение сохранности государственных секретов. Представитель стороны ответчика отмечает, что право заявителя на судебную защиту не нарушается. К адвокату Мамбекова устанавливается ограничение в использовании секретных материалов уголовного дела на основании части 2 статьи 20 Конституции. Относительно доводов заявителя Молдошев отметил, что разбирательство дел в соответствии с УПК во всех судах открытое, за исключением случаев, когда это противоречит интересам охраны государственной тайны. Также частью 1 статьи 254 указанного кодекса установлено, что суд должен обеспечить открытое судебное разбирательство дела, за исключением случаев, когда это может привести к разглашению охраняемым законом государственной, военной, банковской и коммерческой тайны. Вместе с тем, в соответствии с частью 2 статьи 231 УПК, обвиняемый защитник в процессе ознакомления с материалом дела вправе выписывать сведения, снимать копии документов, выписки и копии документов из дел, в котором содержатся сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, хранятся при деле и вручаются обвиняемому защитнику во время судебного разбирательства, за исключением сведений о лицах, безопасность которых необходимо обеспечить. В этой связи доводы обращающейся стороны относительно ограничения лишения их прав на реализацию своих возможностей по построению полноценной судебной защиты противоречат как нормам УПК, так и нормам законодательства в сфере защиты госсекретов. Таким образом, право на судебную защиту Мамбекова не нарушается, и гарантии, предусмотренные для осуществления адвокатской деятельности, обеспечиваются с особенностями, установленными законодательством. В связи с вышеизложенным представитель стороны ответчика считает, что статья 15, пункт 4 статьи 17 Закона о защите госсекретов Кыргызской Республики не противоречит пункту 8 части 5 статьи 20, частям 1 и 3 статьи 40 Конституции. Второй представитель стороны ответчика Арызбеков поддержал доводы Молдошева. Постоянный представитель президента в Конституционной палате Касымбеков отмечает, что частью 2 статьи 20 Конституции установлено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. В соответствии с данным конституционным положением и был принят закон о защите госсекретов. В соответствии с частью 5 статьи 99 Конституции, процессуальные права участников судебного процесса, в том числе право на обжалование решений приговоров и других судебных актов, а также порядок их осуществления определяется законом. Следовательно, определение процессуальных прав участников судебного процесса, в том числе адвокатов, является дискреционным полномочием законодателя. При этом оспариваемые нормы закона не предусматривают каких-либо ограничений прав граждан на судебную защиту, а лишь устанавливает порядок допуска к госсекретам Кыргызской Республики, должностных лиц, граждан Кыргызской Республики, в том числе адвокатов и иностранных граждан. При рассмотрении сравнения пункта 8 части 5 статьи 20 Конституции и оспариваемых норм закона Касымбеков пришел к выводу, что последние не могут не соответствовать им, поскольку никоим образом не касаются их положений и в этой связи не могут рассматриваться как ограничения. Доводы заявителя об ограничении права на получение квалифицированной юридической помощи в основном касаются организационно-технических аспектов уголовного судопроизводства, нежели прав человека и гражданина, гарантированного Конституцией. Оспариваемые нормы закона регулируют общий порядок доступа к государственным секретам и основания для отказа в таком доступе. Применительно к адвокатам доступ к государственным секретам осуществляется на общих основаниях.
В этой связи Касымбеков отмечает, что совокупное рассмотрение части 3 статьи 40 Конституции и оспариваемых норм закона никоим образом не затрагивает права каждого на получение квалифицированной юридической помощи, а также право на оказание юридической помощи за счет государства в случаях, предусмотренных законом. Относительно доводов, обращаясь стороны о несоответствии оспариваемым норм закона отдельным норм УПК, Касымбеков отметил, что это можно отнести к коллизиям самих законов, которые могут быть предметом рассмотрения законодателя. В связи с вышеизложенным, Касымбеков считает, что статья 15, пункт 4 статьи 17 Закона о защите госсекретов не противоречит Конституции. Представитель правительства Ибраев привел аналогичные доводы относительно конституционности оспариваемой нормы, что и представитель Джорг Кенеша Молдошев, в связи с чем он считает, что оспариваемая норма не противоречит Конституции. Другой представитель правительства Джунусова поддержал доводы Ибраева. Третий представитель правительства Исаналиев считает, что в соответствии с статьей 20 Конституции права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, защиты прав и свобод других лиц. Однако, признавая право на судебную защиту, которая не подлежит никакому ограничению, законодатель не мог предоставить всеобщий доступ к сведениям, содержащим госсекреты, любым лицам, поскольку условие пользования данным правом не может быть соразмерно защите национальной безопасности, общественного порядка, защите прав и свобод других лиц. При этом он отметил о наличии нарушения положения частей 1 и 7 статьи 18 УПК в части осуществления уголовного судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты. Также он обращает внимание на статус защитника, предусмотренный статьями 44 и 48 УПК, а также на уголовную ответственность за разглашение государственной тайны. Представитель адвокатуры Тахтамбетов поддержал доводы заявителя и считает, что допуск адвоката к государственным секретам должен проходить без проведения проверочных мероприятий, предусмотренных статьей 15, пунктом 4 статьи 17 Закона о защите госсекретов. Исходя из этих конституционных положений, законодатель, определяя средства и способы защиты госсекретов, должен использовать лишь те из них, которые в конкретно правоприменительной ситуации исключают возможность несоразмерного ограничения прав и свобод человека-гражданина. В рамках уголовного судопроизводства такими средствами могут, в частности, выступать проведение закрытого судебного заседания, предупреждение участников процесса о неразглашении государственных секретов, ставшее им известно в связи с производством по уголовному делу, и привлечение этих лиц к уголовной ответственности в случае ее разглашения. Сохранность государственных секретов в уголовном судопроизводстве обеспечивается также в соответствии со статьей 30 Закона об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности, где предусматривается, что адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. Адвокат не вправе использовать в своих интересах или в интересах третьих лиц сведения, составляющие адвокатскую тайну. Конституционная палата, обсудив доводы сторон, выслушав пояснения иных лиц и исследовав материалы дела, пришла к следующим выводам. В соответствии с частью 4 статьи 19 Конституционного закона о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики, Конституционная палата выносит акты по предмету, затронутому в обращении лишь в отношении той части нормативного правового акта, конституционность которой подвергается сомнению. Таким образом, предметом рассмотрения Конституционной палаты по данному делу является статья 15, пункт 4 статьи 17 Закона о защите госсекретов Кыргызской Республики. Закон Кыргызской Республики о защите государственных секретов принят в соответствии с порядком, установленным законодательством, опубликован в газете «Эркинто» 26 декабря 2017 года за номером 131, внесен в Государственный реестр нормативных правовых актов и является действующим. Согласно Конституции, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, общепризнанными принципами и нормами международного права. Часть 1 статьи 40. Конституционно-правовой смысл данного права раскрывался в решениях Конституционной палаты от 21 февраля 2014 года, от 9 декабря 2015 года, от 24 января 2018 года. Из рассматриваемой конституционной нормы, которая корреспондируется с положениями международно-правовых актов, в частности статьями 8-29 Всеобщей декларации прав человека,
а также статьями пункт 2 подпункта А пункта 3, 14 пункт 1 Международного пакта о гражданских и политических правах следует, что государство обязано обеспечить осуществление права на судебную защиту, которая должна быть справедливой, компетентной, полной и эффективной. Право на судебную защиту является базисом правового государства и позволяет обеспечить в случае необходимости восстановить гарантированные Конституцией другие права и свободы человека и гражданина. Реализация этого права обуславливает особое место среди функций государственных институтов и исключительную компетенцию судебной власти отправлять правосудие. Правосудие осуществляется только судом посредством судопроизводства в рамках одной из процессуальных форм, позволяющей наиболее последовательно и полно реализовать такие принципы отправления правосудия, как доступ к правосудию, состязательность, справедливость, беспристрастность, независимость суда. Таким образом, среди функций институтов государства осуществление правосудия занимает центральное место, и не только потому, что оно является гарантией и одновременно механизмом защиты всех признаваемых Конституцией прав, свобод и законных интересов, но и потому, что благодаря этой функции природа государственной власти приобретает правовой и демократический характер. Конституция, закрепляя право каждого на судебную защиту, также предоставляет гарантии каждому на получение квалифицированной юридической помощи. Данное конституционное право относится к основным правам и свободам человека и гражданина и обусловлено правовым статусом личности. Право на получение квалифицированной юридической помощи подразумевает создание условий, при которых лицо, вне зависимости от того, в каком процессуальном статусе он привлечен к участию в судопроизводстве, получает в рамках судебного процесса квалифицированную правовую помощь для защиты или восстановления его прав, свобод и законных интересов. В качестве реализации данного конституционного права законодатель закрепил, в том числе в уголовно-процессуальном законодательстве, право подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на защиту. Орган дознания, следователь, прокурор, суд обязан обеспечить подозреваемому, обвиняемому, подсудимому возможность защищаться установленным законом средствами и способами, а также охрану их личных и имущественных прав. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в качестве защитника в уголовном процессе может выступать только адвокат. В своих решениях Конституционная палата неоднократно выражала позицию относительно повышенных требований к уровню квалификации адвоката, его поведению и добросовестному исполнению им взятых на себя обязательств, как субъекту, непосредственно участвующему в достижении целей правосудия. В силу особенностей своих услуг адвокат является особым субъектом, на которого законом возлагается конституционно значимая функция. Причем как само оказание юридической помощи, так и ее качество становится обязанностью, а не правом адвоката. Решение Конституционной палаты от 11 марта 2015 года и от 14 февраля 2018 года. Таким образом, правовое положение адвоката, закрепленное в многочисленных нормах уголовно-процессуального законодательства, свидетельствует о его публичном значении в отправлении правосудия. При этом предоставление квалифицированной юридической помощи может быть полноценным лишь при условии свободы выбора адвоката лицом, нуждающимся в такой помощи, поскольку наличие доверительных отношений между ними является ключевым в эффективности правовой защиты. Право выбора адвоката по своему усмотрению представляет собой одну из фундаментальных основ справедливого судебного процесса, поскольку обеспечивает главное условие полноценной защиты – доверие между адвокатом и его подзащитным. Это вытекает из положения уголовно-процессуального законодательства и Международного пакта о гражданских и политических правах. Конституция, предусматривая повышенный уровень гарантий прав и свобод человека и гражданина, допускает возможность их ограничения, но исключительно в той мере, в какой это необходимо в определенных ею целях и лишь в установленном законном порядке. Сущность вышеназванного конституционного установления состоит в недопустимости произвольного воздействия на права и свободу человека и исключительности возможных ограничений. То есть, во-первых, ограничения должны устанавливаться путем законодательного закрепления оснований и порядка применения. Во-вторых, должны быть соразмерны конституционно значимым целям. И в-третьих, приняты в условиях, когда иными правовыми средствами разрешение отдельных проблем правового регулирования становится невозможным. Исходя из вышеизложенных положений Конституции, предполагается, что законодатель ввел закон
о защите государственных секретов Кыргызской Республики направлен на регулирование правовых и организационных основ отнесения сведений к государственным секретам, системы их защиты, отношений, связанных с засекречиванием и рассекречиванием таких сведений, а также иной деятельности в сфере государственных секретов в интересах национальной безопасности. Обжалуемая заявителем статья 15 Закона о защите государственных секретов Кыргызской Республики определяет, что должностные лица, граждане Кыргызской Республики, которым для выполнения служебных обязанностей необходимо работать с государственными секретами, допускаются к государственным секретам Кыргызской Республики после осуществления с их добровольного письменного согласия проверочных мероприятий в порядке, установленном правительством Кыргызской Республики. Задачей проверочных мероприятий является установление обстоятельств, которые могут служить основанием как для допуска должностных лиц и граждан к государственным секретам, так и для отказа в допуске в соответствии с статьей 17 Закона о защите государственных секретов Кыргызской Республики. Подобный механизм обеспечения защиты государственных секретов в целом соответствует конституционно определенным целям, предусмотренным частью 2 статьи 20 Конституции. Однако, исходя из смысла и содержания статьи 15 Закона о защите государственных секретов Кыргызской Республики, положение о допуске к государственным секретам должностных лиц и граждан относится только к лицам, состоящим в трудовых отношениях, тогда как оказание юридической помощи адвокатами находится в сфере частно-правовых отношений. Применение данной нормы по аналогии для оформления допуска адвокатов к государственным секретам без учета специфики их работы и положения уголовно-процессуального законодательства является неоправданным, так как в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики уголовное судопроизводство определяется Конституцией, законом о Верховном суде и местных судах и самим кодексом. При этом Уголовно-процессуальный кодекс не содержит требования какой-либо предварительной проверки адвоката и особом разрешении на участие в рассмотрении дел, имеющих соответствующий гриф секретности, что согласуется с положениями Конституции Кыргызской Республики. Как было отмечено выше, право на получение квалифицированной юридической помощи непосредственно вытекает из права на судебную защиту, являющееся абсолютным правом по своему конституционному содержанию и не может быть ограничено, что предполагает возможность беспрепятственного участия защитника на всех стадиях уголовного процесса. Учитывая, что статус участников уголовного судопроизводства определяется не только отраслевыми нормами, но и требованиями Конституции, их процессуальное положение, наполняемое в том числе конституционно-правовым содержанием, не исключает доступа к конкретным сведениям, составляющим государственную тайну, способами, не связанными с оформлением допуска к таким сведениям, при том, что защита государственных секретов будет обеспечена предусмотренными законом средствами. Иное приводит к тому, что лица, адвокаты которых не имеют допуска к государственным секретам, ограничиваются в праве на судебную защиту в случаях, когда в материалах дела имеются сведения, которым присвоен гриф секретности. Более того, отказ адвокату, приглашенному подсудимым в ознакомлении с материалом дела, имеющим гриф секретности только по мотивам отсутствия последнего допуска к государственным секретам, приводит к несоразмерному ограничению конституционного права гражданина на получение квалифицированной юридической помощи, а также нарушение принципа состязательности и равноправия сторон, так как суд, согласно части 7 статьи 18 Уголовно-процессуального кодекса, должен основывать свое процессуальное решение лишь на тех доказательствах, участие в исследовании которых на равных основаниях было обеспечено каждой из сторон. Соответственно, распространение действия оспариваемых норм на адвокатов, как субъектов, непосредственно участвующих в достижении цели правосудия, и недопущение их к оказанию юридической помощи ввиду отсутствия у них допуска к государственным секретам приведут к несоразмерному ограничению права лиц на квалифицированную юридическую помощь и в конечном итоге к нарушению их конституционного права на судебную защиту, которое не подлежит никакому ограничению. В этой связи законодателю следует принять во внимание особый статус адвоката во взаимосвязи с правами подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на судебную защиту и получение ими квалифицированной юридической помощи и обеспечить возможность получения доступа адвоката, участвующего по делам, связанным с государственными секретами, иным способом, как и в отношении лиц, предусмотренных статьей 16 Закона о защите государственных секретов Кыргызской Республики, без проведения проверочных мероприятий, с предупреждением о неразглашении государственной тайны, ставшей ему известной в связи с производством по уголовному делу, имеющему гриф секретности, и об уголовной ответственности за разглашение таковой. На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 1 части 6
частями 8 и 9 статьи 97 Конституции, статьями 46, 47, 48, 51 и 52 Конституционного закона Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики решила. Первое. Признать статью 15, пункт 4 статьи 17 Закона Кыргызской Республики о защите госсекретов Кыргызской Республики, исходя из их буквального смысла, не противоречащими пункту 8 части 5 статьи 20, частям 1 и 3 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики. Второе. Признать статью 15 Закона о защите государственных секретов Кыргызской Республики при ее распространении по аналогии на адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, противоречащие пункту 8 части 5 статьи 20, частям 1-3 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики. Третье. Правительство Кыргызской Республики инициирует соответствующие изменения в закон о защите государственных секретов, вытекающие из мотивирующей части настоящего решения. Четвертое. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики. Пятое. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти на официальном сайте Конституционной палаты и в Вестнике Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики. Решение сторонам понятно? Заседание суда объявляется закрытым.